кто такой будешь? Фамилия? Ты кто есть такой, Барбосин? Полкан? Тузик? Или ты Найда? Нет. Барбас. Ты кто такой, а? Кабаняра. Ты кто такой есть, Кабанчик. Много нельзя. Братцы, всем привет. Ну что, перезимовали? Позади, ребят, вот эти хмурые денечки, вот эти короткий день световой, с 9 до 2 там максимум. Черно-белое кино, потому что солнца практически нету. На дворе, ребят, 20 февраля. Погода шепчет, ребят. Денечек удлинился уже до 5 вечера, 7 утра. Местами, ребят, уже выходит солнышко, и даже птицы, ребят, уже поют немножко по-весеннему. Фух, ребят, сборы, деревня. Приехал в деревню, в 12 у меня выезд. Едем в очередную экспедицию, порядком 300 плюс километров от дома. Еду к Василичу. Кто давно на канале знает Серегу, а кто недавно подписался, в общем, познакомлю, ребят. Но в целом настроение боевое, потому что едем на рыбалку, едем на Таежное озеро, едем за щукой. Возможно, даже за трофеем, потому что на этом данном озере есть крупная щука, но только ее остается найти. У меня, ребят, в 12 заказан автобус, так скажем. У нас вот местные ходят, как типа такси. В общем, и я, ребят, немножко собираюсь. Вот. Собираю вещи по 2 гаражам, потому что еду на машинах, на автобусах, и надо взять все необходимое и, опять же, не набрать лишнего. Стал уважать гермаки, ребят, гермосумки, гермомешки. И вот в эту экспедицию беру 120 литров гермак. Постараюсь все уложить, все укомплектовать в один гермачок, и чтобы не таскаться с этими сумками. В общем, в один гермак все положим и попрем. Так, ребят, ну я, в принципе, уже готов. Сейчас положу все вещи. С дома укомплектуемся, забираем живца и, в общем, выдвигаемся, ребят. Фух, настроение хорошее, не знаю даже, что сказать, ребят, потому что до этого рыбалок толком не было. Приболел, и морозы стояли очень сильные. С техникой, ребят, там небольшие поломочки были. Ну и вот, в общем, знаете, такой первый выезд, такой прям мощный, прям настоящий. Блин, круто. Я прям уже весь в предвкушении, хотя сутки, грубо говоря, у нас займет только дорога. Сегодня я ночую у Сереги, ночью мы выезжаем, нас встречают, забрасывают на снегоходе до избы, и только тогда мы уже можем насладиться всеми прелестями рыбалки. Давайте, ребят, начнем. Кто со мной, приятного просмотра. Садимся поудобнее, как обычно, чаечек, кофеечек, можно что покрепче. Ну и погнали.
Все, ребятки, я в Сыктывкаре. Жду Васильевича. Сейчас забирают меня. Еще надо тут суету навести. Может, заметили, что я, ребят, без бура. Я хочу приобрести шнек 130-й. Потому что у меня 150-й есть, но помимо щуки мы и окуня будем рыбачить. 150-м особо не набуришься, потому что лед уже так к весне, сыроватый. В общем, поедем в рыболов сервис, магазинчик, ребят. Приобретем шнек. Ну, в общем, посмотрим, может, кое-что там. Друг попросил термос еще приобрести в деревню. Надо привезти будет. В общем, такие дела. Где-то дружище мой едет. Будем ждать. Все, ребятки, Васильевич забрал. Васильевич, Всем привет. как настроение? Боевое. Вообще. Настрой конкретный в этот раз. Да, вообще прям, ну я сам прям, знаете, ребят, вот так бывает, так как-то уныло, а вот прям уже что-то и по-весеннему, да, такая погода, и да. удлинилось все вот это. Вообще супер. Ну что, продвигаемся, сейчас пик, как обычно. Кто в городе живет, тут понимает. Прожигают часы просто в пробках, труба. В общем, едем в магазинчик, ребят. Немножко затаримся. Сейчас пик, да. Крузачок. Рыбаки? Да. Все рыбаки только заезжают, уезжают. Да. Живца привезли, вот и это. Так что впереди праздники? Один, второй. Да, и праздники уже. 3-4 дня у некоторых там попадает. Все, ребятки, подъехали. День добрый. Добрый день. Приветствую вас. Че? Что интересует шнек? Да, Серега, наверное, кидал уже, да? Информацию. Да, В 130. принципе, говорили, 130-й. Смотрите, есть несколько вариантов. Все это у нас фирмы Тонар. Получается модель Электрошторм, модель Мотошторм и Айсберг. Ага. Отличие ключевое в том, что Мотошторм у нас идет, получается, коротким шнеком. Электрошторм. Мотошторм идет у нас плюс 1,5 витка, Ага. он более усиленный. То есть, в принципе, под наши условия, под толстый лед, особенно да, под да, весну, как бы он будет более подходящим, потому что будем глубоко, соответственно, снег будет выкидывать как бы наверх и меньше усилий будет прилагать. И айсберг, он отличается тем, что у него идет композитная голова сменная, то есть в случае чего где-то провернуло, сломало, можно поменять. Но по ценнику как бы он уже намного дороже, поэтому именно я рекомендую взять Мотошторм. Есть сразу у нас комплект с адаптером под шуруповерт, с молоточком для отбивания льда с шнека. Как бы, ну, конкретно цена-качество. Все, я понял. Ну да, дешево, сердито. Да, как бы. можно снять спокойно адаптер, как бы под мотор бур подойдет, да, если нужно поставили, под шуруповерт. Здесь подшипник на скольжение. Он у нас отличается от подшипника скольжения тем, что он более долговечный, более устойчив к влаге и к внешним параметрам, то есть прослужит намного дольше. Ну, в целом комплект будет служить верой правдой, то есть шнек здесь цельнотянутый, ножи классические, по 2 отверстия, то есть нет проблем, Ну да, да, любой да. фирмы подойдет спокойно. Золотая Единственное, серединка, право да. вращения, Ну, и да. самое интересное, что подзаточить можно самому. Подзаточить, да, то есть есть полукруглые, можно спокойно прямые поставить, либо ступенька, то есть какие угодно. Я понял. На него останавливаемся. 130, да? Кран? 130-й, да, все, сейчас вынесу. Все, я понял, да, отлично. Слушай, ножи, наверное, еще надо, да? Ножи, да, и надо тормоза себе посмотреть. Сейчас посмотрим. Ну все, Огонь. огонь. Огонь, ребята, огонь. Вот, собственно, сам 130-й. Чехольчик идет. Там идут уже, да? Да, ножи установлены с завода. В комплекте, да, В уже? комплекте они идут. Посмотрим. Срезать. Здесь ножи у нас идут ступенькой. Ага, Можно поставить обычные прямые, можно поставить полукруглые. То есть уже на ваш вкус. Соответственно, молоточек, сам адаптер. Гарантия на шнек у нас идет 1 год. Ну, будем надеяться, что ничего не случится. Это сейчас запомним. Ножи. Я думаю, на полукруглый. Полукруглый, да. Полукруглые по сырому льду, да? Да, да, да. Один комплект. Сразу поменяем. Ну, слушай, от айсберга сюда не подойдет. Нет, от айсберга если не подходит, здесь там по 3 отверстия идет, здесь по 2 отверстия.
Ну все, ребятки, все, машина заправлена, продукты взяли, живец есть. Тут еще у Сереги батя привез, красавчик, молодец. Серега попросил, батя сегодня тоже ездил на рыбалку. В общем, карась, плотва, все четко. Созвонились с человеком, который нас будет встречать. Все вроде нормально, хотя бы буранки, говорит, перемело, но мелочи жизни, должно все получиться. 5 часов, ребята. У Сереги тоже здесь так спокойно, более-менее. Серега за городом живет, тоже так, красота, в общем. Все. Сегодня, кстати, стрим. Всем спасибо сразу говорю, кто был на стриме. Спасибо, ребята. Как бы в большей степени все делается для вас. Остались уже так на творческом подходе, так скажем, в большей степени. Вот, друзья, ну все, давайте до завтра. Мы сейчас поужинаем, выйдем в стрим. Ну и, в общем, пораньше ляжем спать, потому что в 2 подъем, в 3 уже будем выезжать. Погода шикарная. Немножко, конечно, задувает, но в целом погода прям огонь. Потому что неделю назад были за 30-ку, а вот сегодня 4 градуса. Я прям кипаю, как бы, видали, уже переобулся сразу же, потому что класс. Все, друзья, давайте до завтра. Для вас одно мгновение, для нас ночка. В общем, увидимся. Поставь будильник на 2 часа ночи. Принято. Поставила будильник на 2 часа ночи. Молодец, коза. Молодец, коза. И вам спасибо. Вы очень хороший человек. Ребятки, доброе утро. Я прям даже не знаю, вроде легли спать, короче, и слышу, будильник звонит сразу на 2 часа. Очуметь. Все, загрузились. Все хорошо. Не знаю, все вот переживаем за жильцов. Ну, короче, под пару-банки, под кислород 2. Надеюсь, все нормально, не разболтает. Ну, в принципе, все. Уезжаем, ребят.
идет. Это, пишню давай. Не влезет, наверное. Серега! Пишню, наверное, надо. Что, крупная, думаешь? Вроде не крупная. Ух ты, блядь. Как это? Кем-нибудь сказал, закрывай. Ладно, закроем хоть. Блядь. Блядь. Рыжий какой-то нахуй. Хорошая. Да. Блядь. Сука, не хочет. Давай сейчас пойдем. Смотри, что-то. Что, уже все, лунки, да, здесь? А, все. Ну, трешка. Да. Трешечка есть. А? Пойдет. Где-то трешка, да. Херня, трешечка, ну. Ага. Пойдет. Ну что, друзья, все, добрались мы до заветного местечка, так скажем. Кто давно на канале, скорее всего, узнали эту избу, это озеро. 3 года, ребят, назад я здесь был, 2 дня здесь ночевали. И вот, все-таки вернулся. Хорошее озерко. Есть щука, есть трофейная щука. Вот у Николая, вот у хозяина этих угодий, так скажем, вот пяток брошено вчера. Тут дорога такая проходит, потому что там еще есть избы. И вот трешечка залетела, получается. Все, мы уже растопили печку. Занесли кое-какие вещи. Ну, тут дровишки стандартно. Все, пожалуйста. Ребенка такая старая, рыбацкая. Ну, хорошая. Большое окно стоит. И прям можно в окно смотреть жерлицы, ребята. Все, мы уже тут приготовили, занесли вещи. Майночка под водичку. Василич. Там у нас санузел, баня вроде как, но скорее всего не рабочая. В общем, мы располагаемся. Сейчас перекусим, попьем чаю и вперед. Начнем выставляться. Понимание какое есть, потому что я 3 года назад там выставлялся. Мне там не понравилось. На второй день я перешел там, и у меня был даже там трофей. Ну, не как трофей, трешечку мы там тоже взяли. Ну, как-то так. Ну, Николай говорит, щука поклевывает. Как бы ребята приезжают, периодически разные люди ставят. И вообще, буквально недели 2 назад здесь отрофеились хорошо прям. 6 были, 5 были. Не знаю, как у нас еще получится, но, в общем, попробуем. А так красиво, ребят. Бор сосновый. Великолепно. Дорога такая трудная была. Во-первых, буря снежная, вьюга. Трасса такая заметенная. Фура проедет, прям такое облако. Прям. Ну и на снегоходе тоже Николай прокатил. Я в санях, меня немножко там закидало, потому что вот пухлый свежий снег выпал ночью. Ну и он до сих пор идет. Как бы и так кружит. Ну, вроде здесь тихо, ребят. Я переживал, что если будет с той стороны ветер, то просто будет хана. Нет, вроде как нормально. А так вот, в таком домике сегодня будем жить, ночевать, отдыхать, рыбачить. О, кстати, вспомнил. Вот эту, Василий, ручку я забивал, слышишь? Вот эту ручку мы делали, потому что что-то нам не понравилось. А так вот, ребят, что, потихоньку располагаемся. Ну, тут ничего не изменилось, в принципе, как все было. Стол, нары. О, водичку уже поставили. Все хорошо.
Вот сейчас потихоньку разложимся, потому что, ну, не рвем когти сразу на лед бежать. Сейчас лучше все тут разложим, чтобы у нас все было готово к вечеру прийти, просто заниматься ужином, отдыхать. Как бы, потому что наверное, сегодня целый день будем рыбачить. Вот такие дела, ребятки. Красота. Так. Жарлицы. Тут у меня, в принципе, больше ничего не надо. Ничего не надо. Так, это надо убрать, наверное, мне кажется. Сейчас затарим печку и на шайку оставим. Пускай здесь тепло будет. Хорошо. Так, друзья, в прошлый раз вот там, в принципе, я нашел метров 200 отсюда, наверное. Жерлицы ставила примерно отсюда и вот так рядом. И метров 200 последние жерлицы, вот край, они работали. Ну, по лету Серега вот мне объясняет. Он здесь летом был, и мне летом здесь не было. Вот этот весь берег, сплошные коряги. У меня были моменты, что были вымотки, но как раз вот именно заводила. Надо немножко в сторону, получается. Да, она в корчах, возможно, щука и стоит, выходит, хватает и затягивает обратно. Как-то так. Серега тоже все готов. Позавтракали. 8 утра. Начинаем. Фу-ху. Трешечка, наверное, ребята. Да, ничего так. Аж флажок выбило. А села-то, ребята, за ус только. Села только на ус. Зацепилась. Есть щука, ребят. Голос аж пропал. Есть щучка, да? Значит. Просто как-то выходит она. По времени, что ли. Ну, значит, не зря. Трешечка, ребята. Все, отлично. Трешечка, ребятки. Сразу чувствовалась хорошая щука. Странно. Андрюха прошел. Не видел, что ли? Что здесь аж все вымыло. Огонь. И получается, ребята, самая последняя от избы. Вот предпоследняя. И вот уже Андрюха там рыбачит. Это, блин, это о чем-то говорит. Мне тоже Николай говорит, прямо вот здесь бы ставь. Это так по сути, если все приезжают, так ставят. То естественно, хороший крокодил, ребята. Это, наверное, будет самая крупная сезона. Прям сезона. Пока.
В общем, ребята, вот такая торпедка. Трешечка, наверное. Таежная лопатка. Хорошая, ребята, щука. Да. Ну, сопротивлялась так спокойненько. Но трешечка здесь, да, есть. Хороша Машка. Ну вот. Че, попробуем. Новый шнек. Не знаю. Ну, 150, ребят, шуруповерт у меня брал. Соответственно, 130 должен полегче, по идее. Посмотрим. Сырой лед. А менять ножи. Нифига, лед сырой, ребят. Ножи надо менять. Хорошо взял. Запасные. Слишком вгрызаются. Потом защита срабатывает. Пойду я за ножами. Шуруповерт. Нормальная тема, да, ребят? Все нормально, ребята. Слава богу. Я переживать что-то начал. Все нормально. Тяжеловато, но будет. Лед большой, блин. В этом году морозы. Промерзло все. Кедрени фени. Вода выходила. Потом замерзала. Вода выходила, замерзала. И вот, пожалуйста, намерз такой лед, что мама родная. Так, ну что, начнем по тихой грусти выставляться. Мои жерлички любимые. Соскучился уже. Все у меня, в принципе, везде все хорошо. Все поменено. Все четко. Как обычно на двойниках, ребята. Через жабры. Блин, порвался. Через жабры, как обычно. Раз, два, три, четыре. Ну, глубинка самый то. Самая ходовая, ребят. Так, надо ящик, скорее всего, я уберу, потому что с ящиком бегать что-то тяжеловато будет. А потом уже по окуню, когда будем ходить, уже будем ящик возьмем. Ну все, первую заряжаю. Первая есть, ребят. Опа. Погнали. Наших городских поближе к деревне.
Да, ребятки, лед нынче хорош. Долго таять будет. Долго таять будет. В общем, потихоньку ползем. Василич, вон, смотрю, туда в центряк пополз. Прям даже не знаю, как лучше расставиться-то. Как лучше расставиться, ребят, не знаю. Тем более мы еще на сутки только получается. Ну, как бы сегодня день, ночь и завтра еще, скажем, полдня, так скажем. Мало, надо на пару дней ехать хотя бы. Потому что, блин, может завтра бы что-то, какое-то понимание было. Переставляться надо бы было. А, к сожалению, домой. То бишь у нас или попадем, или не попадем. Раз, два, три, четыре. Тут одно из двух. Другого не дано. Другого, ребята, не дано. Ну, посмотрим, не знаю. Это ледок, блин. Любишь, говорит, медок, люби холодок. Лед. Жесть. Так разбрасываю, ребят, ухожу немножко вглубь. Потом возвращаюсь к берегу ближе. Как-то так. Ничего. Огонь, шнек. Нормально. То, что нужно. Блин. Настроение, ребят, космос. Прям, знаете, аж трясет меня, блин. Ну, есть такая тема. Не знаю почему, прям. Охота все успеть, прям. Быстро охота все сделать, и не получается. Надо расслабиться немножко. Я имею в виду успокоиться. На мандраже что-то я не знаю. На мандраже. Василич там что-то колдует. Сейчас Серега опять куда-нибудь встанет на щучью тропу. Ему частенько на жерлице везет. Прям везет. Най. Все, в избе у нас порядок. Печка топится. Тепло, класс, и ветра. Повезло с ветром. Я думал, что здесь будет хана. Не, нормально. Нормально. Так. Раз, два, три, четыре. Четыре. Опа. И самое главное, что, ребят, довезли живцамы. Это прям радует. Живец у нас весь хороший, не помер. Нянчились с ним, нянчились. Ну, нормально вроде. Поехали. Есть. Проверяю, ребят, потому что может в лунке остаться. Нормально все. Шуги много. Проверять надо. Ну вот. Вот так и ползу, ребят. Туда, дальше иду. Туда, дальше иду. Близко не захожу. Посмотрим. А Серега что-то уходит прям туда. Блин, вот так, ребят.
по самому не балуй. Это что у нас? Что себе? Метр, блин. Метр льда. Нормально, ребят. Вот даже и у него и обороты пошли. 150 он немножко помедленнее у меня воротил. А сейчас прям вообще по красоте. Мы тут не одни. Мужичок приехал на мотособачке. Ну, с деревни, походу. Окунька бомбить. Вот. Такие дела. Ну, пока расставляемся, с работах нету. В основном вечером, ребят. Все дело к вечеру. Василий сюда уже умотал. Что-то как-то интересно он там расставляется. А потом посмотрим. Были морозы, ребят. С дочкой тут немножко перебрали жерлички. Смотрите, намазала она мне здесь, чтоб видно была вымотка. И что-то где-то она мне тут еще наклеила. А вон, смотрите, ребят, блин, что-то отцепилось. Смотрите, какие штучки наклеила. Я говорю, дочь, есть какие-нибудь наклейки? Она говорит, да, папа, есть. Смотрите, дали. Приятно просто. Не знаю, ребят, сейчас впереди праздники, выходные. С семьей, скорее всего, мы съездим. Возьмем мангальчик, палаточку. И куда-нибудь с ночевочкой бахнем, наверное. Потому что давно уже не выезжали, они тоже мне просятся уже. То времени нет, то еще что. В общем, я уже доставляюсь, ребят. Раз, два, три, четыре. Общался с местным. Приехал, тут точка вот есть, говорит, окуневая. Ни одного, говорит, тоже жилец взял, хотит поставить. Даже, говорит, окунек, поехать что-то в другое место. До этого, говорит, ну, вообще, говорит, четко приехали, потому что, говорит, неделю назад, говорит, полторы, здесь, говорит, просто вот так воды, говорит, было. Сейчас все вот промерзло. Хорошо. А 2 недели назад, говорит, вообще, говорит, пешком-то еле ходили, говорит, а на технике вообще никак. Солнышко, ребят, которое не греет. Вот такие просторы, смотрите. На камеру-то понятно, непонятно. Понятно, непонятно. Ну а так, да, озеро не маленькое, конечно. Хорошее озеро. Попробуй найди здесь рыбейку. Напарник делает. Что там Васильевич делает, интересно? Ну да, рыбачит, скорее всего. Ага. Вот у него тут жерлички раскидал. Вот так. Поставил. Ну и в принципе у нас дом, ребят. Вот наша избушка, в которой будем балдеть. Сегодня вечером приготовлю сегодня пасту вкусную. Покушаем как раз. И солнце, ребят, которое не видно нифига. Ну что, друзья, все, победил жерлицы. Шуруповертом, ребята, я уже замучился, представляете? Я вспоминаю те времена, когда крутил вручную, блин, вот дури же было, а. Вот, не знаю, видно, ребят, вот оттуда, вот так весь ряд запетлял. Все, собирался уходить, и у меня вот последняя загорелась, ребят. Что себе, там не загорелась, а вот только-только поставил, и тут загорелась. Ну все, победил, ребят. Все чисто в плотве. Класс. Карась есть. Вот как раз хватило плотвы мне поставить 20 штучек, ребятки. Вот. Не знаю, как что получилось. Ну, не знаю. Самострел же не должен быть. Скорее всего, какая-то ребейка. Пойдем посмотрим. Только-только щелкнула. Уже собрался уходить, потому что я здесь дополнил. Как бы пробел такой, смотрю большой. Думаю, ага, здесь еще добавлю. И отсюда ушел последний, и вот бац,
Есть. Парнишка тут окуня как раз бурил. Может, окунь какой-то бодает. Но он ни одного не поймал и уехал. Поговорил с ним. Ладно, погнали, посмотрим. Может уже с рыбой, ребята. Мотает, ребят. Чё себе последняя бахнула. Ходила, блин. Самая последняя. Лески-то осталось чуть-то маленечко. Вина заглотил уже, ребят. Скорее всего, все. Вот на что можно смотреть, это на огонь, как горит, как течет вода и как крутится, жарится, ребят. Да, скорее всего, все уже. Мелкая, походу. Хотя хрен знает. Блин, вот оттуда, ребят, шел. И, грубо говоря, вот под нос, что ли, куда-то забубенил ей. У меня там осталось-то уже пару оборотов. 7 метров лески мотаю сейчас. Раньше 10 мотал, а сейчас 7. Все равно на меликах стал ставить. Как бы достаточно. Ну что, будем брать, наверное? Я вот не помню, где-то здесь карасик у меня маленький попался. Я его тоже поставил. И там здоровый карась. В общем, да, не вся плотва, а 2 карася у меня все-таки стоит. Там здоровую такую лапать. И тут маленький попался. Я его тоже поставил. Вроде здесь или на той, не помню. Че, ребят, брать, не брать, как думаете, а? Блин, боюсь сорвать. Двойники же все-таки. Ну, крупная, мне кажется, бы она ходом шла бы и все. Просто херачила. Она бы просто на надуром шла, если крупная. Тут не осталось-то пару оборотов. Что будем брать, наверное, скорее всего. Должна же уже позаглотить-то. Ну давай еще рывочек, я буду сечь. Сейчас дождусь, она выплюнет. Будем брать, ребят, скорее всего. Оп, есть. Да, не крупная, ребят. Ну как так пойдет? Оп, вот исход. Вот, пожалуйста, вам исход. Ё-моё, блин, а. Килушка была 100%, больше даже. Ах, блин, Андрей Викторович, ну как ты так, а? Ну что ты как пацан, блин, в натуре. Знаешь же эту всю тему, блин, и нет. Занимаешься тут ерундой. Да, куда-то начала мотать. Затащила прям куда-то. Вон, видите, там какие корни, ребята. Ах. Ну, протащил, я не знаю, что там оставалось. Оборота 2, наверное. Блин. Ну, не наша, значит, что. Надо тоже как-то. Вот если бы сейчас подождал или ушел, она бы сидела 100%. Ну, так все уже вон вымотала. Поспешил. Ладно. Раз, два, три, четыре.
Главное, что поклевка была. Уже рыбка есть, значит. Уже клюет. Уже что-то с чем-то. Блин, ну ладно. Не наша, значит, ребят. В общем, вот так, ребят. Пополз. И вот туда. Не видно, конечно. Плохо жалится, видно. Снега много. Ну, флажок должен встать. В принципе, можно посмотреть. Ну вот, друзья. Да, вот сюда подошел, сработок нету. Вот там кому-то в голову попал. Ну, щучка небольшая, все-таки как бы охота атрофеется именно здесь, ребят, потому что здесь щука есть крупная. 5 килограмм, 6. Есть крупная, но, в общем, клюет редко. Есть, допустим, в этом районе, куда мы приехали, есть озеро. Мы туда тоже, кстати, ездим на перволетку. Там весело, потому что сработок очень много, но щучка вся вот такая небольшая. Ну, там есть, конечно, экземплярчики 2-3, но в основном вот это массово вот это берет. А здесь вот именно планово вот прям взять хорошую, понимаете, ребят? Ну, поставил, в принципе, мне нравится именно вот там в конце. Там как такой закуточек. Я там так попетлял нормально. Ну, в принципе, и все. Так, что у нас время-то? Василий, смотрю, тоже выставился. Смотрю, он уже что-то по ходу руками машет. Он, скорее всего, уже окуня ловит. 10:27. Попьем чай, наверное, и что? Надо сходить в избу, подкинуть, подложить, чтобы все равно тепло было. Дровишек подколоть. И что, на окуня падать, наверное, что? Тут уже поскольку хапнет, пускай хапает. Леска хорошая, поводки. Все новенькое, все четко. Двойники. Так что тут, в принципе, можно вот так забывать все это дело. Ладно, чай, ребят. Блин, класс вообще. Вообще класс. Ваше здоровье.
еще уголь. Блин, красота, тепло. Шикарно. Вот. Сколько нас не было, не знаю. 8 мы ушли, да? Вот пришел, еще угли есть. Вот, в общем, эконом-режим это, конечно, круто, когда вот сделано все по уму, ребята, в таежных избах, потому что, ну, есть такие печки, я вот много в избах ночевал, которые, вот нету вот этой именно, и печка просто постоянно, ну, просто жарит. Душегубка, в общем. Спать невозможно, а только прогорает, становится холодно. И в таких ситуациях только спасают сырые дрова. В общем, когда они горят, с перемешку ложишь, они не сразу горят, тлеют и более-менее, но это опять же неудобно. А здесь вот открыл, разгорелось, бац, и все. У нас вода вон вскипела вся, воду принесли. Кайф, теплынь, вообще круто. А в таких вот ситуациях экономка, это тоже класс. Растопил, закрыл, и все, вот на шайке она идет. 3-4 часа спокойно горит. Ну, в общем, как в палатке. Вот это правильное решение, конечно, для избы. Так, небольшой, ребята, скарб есть. Ну, понятно, кто-то гости приезжает, оставляет там те же там масло, вон, сахар. Мы вот все с собой везли. А тут вон все, соль есть, в принципе, все как нужно. Посуда есть. Сковородки. Хотя тоже брали все свое. Нормально. Вот тут можно развешиваться, сушиться. Прожектор повесил. Все у нас тут чин-чинарем. В принципе, не нужен. Серега аккумулятор большой взял. Так что у нас можно тут топить, заряжаться. Хотя оставлять чистоту. Вот такая прибуда, ребят, смотрите. Для сбора воды. Бур 130. Вот так, раз. В луночку. И воду набрал. Вот нары такие. Тут, не знаю, 4 можно спокойно, наверное, отдыхать. Так, ну все, дровишек я немножко подколол, печку подложил. Так что, да и не мороз на улице, что, вообще класс, тепло. Пойдем окуня пробовать. Блин, в лесу Ташкент. Ветра практически нету. Шикарно. Блин, круто, ребят. Тут, смотрите, скамейка. Летом, наверное, красота здесь. Бор, да, смотрите, сразу. И сразу озеро. Вообще круто. Что-то вот, знаете, вот похоже, типа, как на Карелию. Красота. Вообще грибы, наверное, скорее всего, здесь есть. Надо как-то сюда летом приехать. Взять резиночку, небольшую лодочку и маленький моторчик и приехать. Классно, наверное, тоже можно тут поспиннинговать, кружки поставить. Дышится прям так круто, ребят. Тоже какое-то строение непонятно. Что-то не знаю, может под дрова или что-то лабаз какой-то. Туалет есть, ну там баня. Не знаю, она вроде как не циклирует. А может и рабочая, не знаю. Классно. Блин, ребята, так вот приехать, я бы так неделю даже жил. Вообще, кайф. Рыбачишь, отдыхаешь, живешь. Спокойно, связи здесь нету. Ну, лично мой оператор здесь не ловит.
Вообще я в деревне еще успел своим позвонить и сказал, что все, не теряйте меня. Все нормально. Мама, как обычно, не провались, аккуратно, волки. А, кстати, заезжали свежие волки. Николай буранку топтал до реки в 3 утра. И, в общем, мы приехали в 6. Потому что, говорит, топтанул, потому что, мало ли, говорит, замело ночью, всю ночь буря такая шла. И мы едем, и 2 перехода свежих, ребята. Волков очень много. Вообще много. Что там Василич у нас, блин? Ловит что-то, нет? Но в ту степь, получается, смысла нету. Я потому что думал, вот дойду до тех мест, там как раз жерлицы закончатся, и там буду пробовать. А парнишка приехал, и он постоял там минут 15-20, пока я ставил. Вон, ни одного гаточка не было. Уехал на другое озеро, здесь еще одно есть озеро. Точнее, здесь вообще целая карта, так скажем. Блин, погода, ребята, пушка, ну просто красота, а. Теплынь, блин, вообще. В избе он вообще бомба. Да, сходим, наверное, пару часиков опушка попробуем. Я взял блесенки, без мотылочки. Все же мне эта тема тоже интересна. Безнасадочная тема. Попробуем, не знаю, Василич нашел что-то, не нашел. Побурим, что. Шуруповерт работает, ребята, четко вообще. По 130-му ему легче, намного легче вообще. Хоть и лед метр, но вообще молотит. За здрасте. А вот те ножи, да, первые, они прям втыкались. По сухому льду те ножи. Так что надо с собой всегда разные комплекты иметь. Не только запасные, но и разные. Потому что где-то вода, где-то он сухой. Допустим, здесь вот полностью вода, лед сырой. Прям вообще сырой, с водищей такой прям. Ну, потому что здесь рыбачили, видать. А дальше пошел, он там уже более-менее суховатый. То бишь не столько воды. Соответственно, куда попадешь, надо вот разные комплекты положить, и чтобы были не только на запас, но и разные. Так, ну что, погнали. Хорош базарить. Ну что? Еще, ребята, мы поставим балансирчик весна без мотылка. Наверное, плюсинку. Вот такая, ребята. Маропетки, листики. Все в этом духе. Легенькая блеснилочка. Кстати, Василич мне ее подгонял. Вот здесь глубины-то нету вообще, ребята. Вообще мелко. Здесь где-то пупок надо найти. Здесь где-то пупок. Здесь это пупок. Мелко там, ребят, вообще подо льда. Сантиметров 10-15. Блин, и щуки такие ползают, офигеть. Василич сам что-то в углу, говорит, что-то там пару окуней, что ли, поймал. Ладно, пускай свою рыбу ищет. Мы свою будем искать. Пойду, наверное, туда, ребят, в Конецке. Там где-то пятак пробовать. Там глубина хоть полторашечка. Ну, правда, вот там парнишка-то нифига не поймал.
Хотя местные знают, где ловить. Ну, как-то так. Блин, такой водоем вот без понятий. Кто, где и когда. Ладно, пойдем туда, короче. Попробуем на безмотылку, ребята, вот такая, смотрите, икринка. Одно время работала по перволетке. Дошел до конца, сработок нету. Не знаю, от края побурю. Попробуем его, может, на мормышку поинтереснее будет. Правда, ветер здесь, блин, зараза. Здесь более открыто. Искать. Ищем, ищем, ищем. Ищем. Не, нифига. Лунок 10 прошел. Нету здесь окуня. А в этом водоеме, ребят, окуня вот такого, как грязи, по идее. Тут его можно ловить бесконечно. Но не стоит он в этом углу, получается. Парнишка там вот чуть выше был, лунок он 10 бурил. Я по ним прошел, нифига, и дальше прошел вот линию. Не знаю, куда там можно бесконечно бурить, километры, блин. В этом углу нету, надо где-то там искать его. Или ближе, или вглубь уходить. У Сереги камера есть, надо как-то так, что ли. Сработок нету. Время, ребят, обед. Скорее всего, наверное, надо отобедать по-правильному. Сейчас приготовить что-нибудь, там яичницу хотя бы, да. 11:49, 12 часов. Наверное, мы сейчас нормально отобедаем с Серегой. Какие-то планы сделаем на вечер. Ну и будем ждать уже сработки вечерних щук. Должны же поклевать. Они вечером выйдут 100%. Потому что по-другому не должно быть. Да, все-таки с двух на ногах уже. Проголодали. Чем мы там с утра пару сосисок съели с чаем. Пойдем-ка мы на базу. Отобедаем, отдохнем часик-полтора и подумаем, что нам делать дальше, как быть. Такие дела. Так, сковородочку нагреваться. В избе, ребят, жара у нас. Ё-моё. Прям вообще жара-жара. Я подложил, блин, еще. А изба-то не промерзшая. Все равно нет-нет, кто-то ночует. Так. На вечер у нас, ребята, будут лапша, паста. Сделаем карбонару. Васильича накормлю. А на обед яйчуганы. Коми кольк. Видали, ребята? Кольк — это по коми яйцо. И такое, они сейчас золотые какие-то стали. Так, нож я оставил в ящике. Возьмем у Васильича.
Вот так раз, сразу, не стесняясь. Обязательно в пакет, чтобы не заветрилось. Колбаса, колбасина. Сейчас быстренько перекусим. Водичка скипела. Шикар. Все шикар, ребята. Шикардос. В избе тепло. Подкладывать больше не будем. Вечером максимум протопим чуть-чуть перед сном. Может быть. Ну да. Потому что за бортом четко. В избе, соответственно, тоже тепло. Там жарко. Сейчас такую добротную яичницу сделаем, ребята. Так. Погнали. О. Будет не яйца с колбасой, а колбаса с яйцами. Нормально. Соль. Так, по соли только я тебе, наверное, дам этот. Думаешь? Право, да. Короче, говорит, ловил Костян, чистил, говорит, Андрюха. Ну а кто, говорит, солил, с того и спрос. Да? Потому что можно ведро ухи запортачить, короче. В общем, помпанем, как видишь. Горячий. Опа-на. Бугульма, да? Бигульме, ну. Бигульме, бигульме. Так, это хорошо. Где-то у меня был черпак. Горяченькая на проводе, да, это вся песня. Дорогие яйца. Не знаю, сколько сейчас яйца стоят. Это жесть просто. А, ну сейчас же там этот, Да, да, они же цены подняли. тема там, да. Какие действия? М? Какие дальше действия у нас? 12:38, пообедаем сейчас. Час. Будем смотреть. Не знаю, слушай. Вообще нет понимания, да, никакого? Вообще, куда, не знаю, туда делать, мне кажется, нечего дальше. Мгм. Туда. Ну, в принципе, вот здесь, во всяком случае, по окуне можно подвигаться. По щуке вот вопрос. Остается открытым. Ну да. Хоть пару бы где-то выстрелов, да, чтобы понимание в какой-то точке. Ну, Коля сказал, что говорит, вечером. М. Работка всегда вечером. Да, вечер посмотрим, там есть еще быстренько перестановочка. В принципе, можно и по темноте, если что. Ну, конечно. Ты Я, вот- я ничего не петлял, короче, ряд. Вот Ага. так. Получается у нас работка, да? Да. Ну, я прокатил нормально. Прям возле. М.
Это, сам-то понимаю, дурень, блин, на глазах щелкнуло, понимаешь? Ну, двойник же, что ты, куда? Да. А это, блин, спешка все уже, ты Да. знаешь. Ну ладно, да ничего. Ну небольшая была, все равно небольшая. Слушай, конечно, останавливаешься. Это говорит, сейчас класс, если бы приехали раньше на неделю-полторы, говорит, по колено воды было. Да. Тут говорит, не то, что говорит, ездить, ходить, говорит, возможно, не было. Просто, говорит, мужики, говорит, приезжали, вот прям тут, говорит, жались и ставили, потому что, ну, вот так не пройдешь. Вот так, говорит, воды. Это все подняло. Вот. Нихуя лед видал? Да. Ну, Метр чё, почти. Ну вот по верхний виток. Вот, по верхний виток, да. Офигеть. Что, может, пописили там? Поддерживать. Подержишь? У тебя что ли? Если быть точным, 25. Рюмка 30, ну и наполовину, не до конца наливаешь, 25 грамм. Ну, давай. Будем. С наступающим. Сегодня какое? 21. 21 февраля уже, офигеть. Февраль уже тоже, да, падает. Март. Там смотришь, уже и к весне делал, блин. Что-то быстро как-то время летит, блин. Так кажется, вообще быстро. Ой. Как по соли? Огонь, четко. Ух, ребятки, шикарно, шикарно. Пообедали. Чаечек. Красота, блин. Погода пушка. По-другому не назову. Пушка, бомба, петарда. Так. Что мы имеем? 3 окуня у Сереги. Нашел он там каких-то окушков небольшие. У меня получается одна сработка. Ну, в принципе, все. Пока на этом все. Полдня прошло. Ну, пока выставлялись, пока туда-сюда. Особо, конечно, еще не тыкались. Не знаю, ну в тот угол уже, мне кажется, смысл нет идти. Как-то может центряку там разбурить, потому что вроде как вот там бывает, поклевывает. Ну вот у Сереги, где вот бур, там может попробовать. Все-таки там есть окушки. Ну и Серега говорит, камеру, говорит, смотрю, говорит, голубы стоят и не берут. Просто, говорит, вот так, говорит. Офигеть. Ну да, как-то так. Ну не знаю, я, конечно, надеюсь на вечер. На одну хорошую рыбу, ребят. Все, это будет вообще пушка. Килограммов на 5. Было бы класс. А так вот теремочек, ребят. Тепло, вообще кайф. Покушали. Сейчас часик посидим, отдохнем. И пойдем буриц искать. Искать окунька. Дровишек, вон тут вагон. Потом подколем. Нормально. Жить можно. Только хотели, ребята, немножко посидеть, отдохнуть. Василий сейчас работка. А, красота. Ладно, говорю, пойдем тогда, Васильевич. Ну, не знаю, на мелике там глубина, ребят, не знаю, сантиметров 15. Чтобы вы понимали, с-подо льда. Есть контакт. Так, надо свои посмотреть тоже. И у меня, походу, сработка. Да. Сейчас посмотрю в камеру. Вроде флаг стоит. Да, ребят. У Васильича красавчик. Ага. Первая, говорит, жерлица, которую он ставил, это у Николая вот здесь стоят. Это у него дальше он пошел. Есть контакт. Так, ну у меня получается, если мне зрение не изменяет. Да, видите, ребят, флаг. О, а там второй.
Два флага. Это дневной выход, ребятки. Шикарно. Полная вымотка. Нервишки. Полная, да. Завела? Угу. Беда, блин. Здесь такая беда. Ё-моё. Взяла в корягу. Причем сразу, да? Ну да, так слушай. Как так-то? И здесь какие-то корни есть, короче. Хотя уже далеко так. Ага. Вот сейчас уж точно мертвый. Угу. Блин. Как так-то? Что, ждать будешь или рвать? Мне кажется, уже не выйдет оно, да? Не знаю. Можно, конечно, наверное, подождать на шару там. Не знаю. Слушай, это так. Такое себе, скажем, наверное. Не, бесполезно. 10 метров до лески, да, Серега? А? 10 метров, да? Ну где-то 10-12, да. Ну, что, беда. Ушла куда-то. Блин, ну уже далеко от берега, да, главное? Мгм. Да, что, корни есть, что Таежное озеро, что, понятное дело. Ладно, первым блинком. Завела в корягу, придется рвать. Чувствую, как ветка, знаешь, вот. Ну, я понял. Ну, попробуй, может, вырвешь. Леска-то крепкая у тебя. Да не, слушай. Не, ну, Пойдем твои проверим. что, оставишь? Ну, давай. Оторвал Серега, завела в корягу. Блин, даже там где-то нашла. И у меня там 2. 3 года назад у меня такая же история была. Ну, кстати, все-таки работает еще закон 3 выходов. Утренний, дневной и на вечерний. Утренний мы выставляли. Вот дневной сейчас вышло. Сереги у меня. Опять так же, там в конце. Здесь пока нифига. Ну вот, друзья, раз. И через 2. Тут уже берегом взял попробовать. Ну тут полная вымотка. Поглядим-ка сейчас. Ай, боюсь, заведет туда, в болото, блин. Ну чё? Порадует, нет нас? Полная вымотка так-то. Лишь бы не завела. Она вообще пустая. Холостая. Живец даже есть. Выплюнула. Выплюнула, зараза, смотри-ка, а. Вот на дне такая, да? Тина, блин. Тина, болото. Ну, ух, нифига себе, блин. Жестко располосовала, блин. А что не заглотила эта матушка? Хорошо досталось, блин, живцу. Какие раны. Очуметь, блин. И выплюнула, а? Вот смотри как. Так, пока не фартит, пока не подается нам. Нифига. Первую прокатил Сереге. Зацеп, что
Вдвойне, наверное, обиднее, нежели сход. Снежок пошел. Как-то так. Будем. Ну, там еще одна, сейчас поглядим. Там с той стороны, Серег, посмотри. А здесь выплюнуло почему-то. Да. Вес даже все нормально. Такое ощущение, что как бы... А нет, есть поддев. Блин, а? Смотри-ка. Обидно. Пока никакую. Пока по нулям. Ну вот так вот. Не поддается, ребята, озеро. Не хочет распечатываться. Но 4 сработки уже получается так-то. Ну там полоса хорошая. Видать, это не мелкая щука. Мелкой щуки такие точки. Ну такие маленькие эти надрезики. А здесь прям клык здоровый. Видать, хорошая щука была. Потому что мелко, когда хватает поперек, там видно такие коцки, а тут прям по всему туловищу полоса. Видать, хорошая кабина была. Ну, опять же, догадки только. Там непонятно, кто-то боданул. Самострел-то, в принципе, не может быть. Флажки у меня заряжены хорошо. Уже 1000 лет отработано все. Да, беда. Ну, это лучше, чем так, чем вот именно заводит и отрываешь, когда это еще вдвойне обиднее. Ладно. Блин, только вроде солнце как будто даже там что-то выходило. А опять снег он попер. Опять туча пришла и все. Ладно. Пойду туда, в угол. Окушка попробую. Серега еще не дорастаялся, оказывается. Будет еще новая лунка. Новое место. Че? Без мотал? Без мотал. Давайте попробуем. Блин. Нифига не берет окунь, ребята. Окуня здесь море. Мелкого вообще тьма. По идее. Но не берет. Не хочет. Зараза такой. Две-три проводки, ребята. Идем дальше. Не задерживаемся. Не задерживаемся. Идем дальше. Вот зараза-то. Блин, хоть бы окунь порадовал. Мелкий хоть. И то бы прикольно было. Да что ты будешь делать? Цепляешься куда-то. Че, Серега, устал? Так. Тяжко ходить, да? Ага. Вообще тяжко. Тяжелый. Но тяжелые ноги буксуют, блин. Пока... Походу беспонтово выставился. Почему? Не знаю. Не нравится? Что-то непонятно видишь. Давай перебуримся, что? Поменяй. Миляк, как бы, в принципе, рельеф. Ну да. Эти по краю, эти сейчас вглубь немножко. Вокруг бугра получается. Ну не, нормально, мне кажется. Посмотрим.
Нормально. Еще оставил, посмотрю еще сейчас. Еще думаешь куда-то, да? Я посмотрю, если может где-то что-то стрельнуть, если опять ближе к берегу, просто в берег поставлю. Угу. Ни хрена. Прикинь, на тебя смотрю, поднял удочку, он бахнул с лету. Ребята, есть рыба! Первый. Нормальный, даже не маленький, пойдет. Полосатый. Да, слушай, бойкий, я этот не смотрел, просто почувствовал по руке. Так, без мотылка. И, в общем, на подъеме где-то вот здесь он бахнул. Я на Серегу так как просто остановил, даже не играю, и он просто бах ударил. Ну, Серега говорит, он смотрю в камеру, говорит, они есть. А что выделываются? Давление, что ли? Обрыбился, в общем. Так. Блесну оставим. Не хочет на безмоталку. Может, на блесну поактивнее будет. Правда, Серега-то ловит, скажем. Второй, ребята. Серега, сколько ты? 5 уже, да, поймал? Где-то, да, Слушай, ну уху сейчас наловим мы с тобой, блин. О, Василич хапнул. Уже вот так, пятак, ребят, разбрили, смотрите. Идем. Все, туда, дальше. Вглубь. Да. леска звенит. Леска скрипит. Я шахту дал, блин. Может, глаз подвесить, Васильевич, как думаешь? А? Не надо? Для запашка. Что тут золотил, блин. Прям золотил капитально. Ну, какой, ребят, видали? Какой головастик. Не клюет он, не клюет. Есть он по-любому здесь. Но его надо качать, прям качать. Долго так. Все, ребят, мои нервы закончились. Штук мы там 15 поймали. Я штук 5, наверное, Серега там штук 10. Все, надо качать. Балансир, без мотылка, блесна. Плохо берет вообще. А окунь есть. Ближе к лагерю, 3:30. Травички подколоть. Жалится, пойду посмотрю. Вот такие дела. Вот такие кушки. О, такие прогонистые.
Парняга тоже проехал. Домой поехал. Поймал, интересно, чем он там на том озере. Ладно. Будем надеяться на вечер. На вечерний выход крупного экземпляра. Ух, ну все, ребят, что? Дровишек подколол, печку затопил. Ну, в принципе, здесь ништяк. Вообще хорошо. Тепло. Сейчас просто развесим, сушиться все, да что. Ну, я, естественно, еще раза два схожу пожариться, посмотрю. Перед сумерками сейчас. Через час, наверное. И потом еще часиков 9, может, сгоняю. Серега доставляется. Поставил воду кипятиться. Потому что сегодня буду готовить макароны. Водичка, чтобы была. Ну, в общем, как-то так. Да, пока вообще не густо. 15 окуней. Ну, такие не мелкие. Пойдет, в принципе, и на уху даже. И 4 сработки у нас. Ну, пока пустые. Не наши. Не наши, так скажем. Да. Пока не радует. Ну, так-то все здорово. Шикарно, шикарно. Посидим сегодня вечерок. Красота. Вообще, вот такие выезды тоже обожаю. Прям, ну, тут не только рыбалка, как бы тут своя атмосфера, вот эта изба, вот эта печурка, вот это. Ну и тут очень красиво, ребят, согласитесь, такой бор и сразу такое озеро. Блин, бомба. Но с рыбейкой пока не прет. Ну и ладно. Ну и ладно. Одну протащил, да. Можно было сегодня пожарить. Но в принципе еда у нас есть, так что
не голодаем. И тут как бы нормально. Ну, кровь из носа на окуня поймали, так что уху бы себе какую-нибудь сделали. Я так сразу, ну, отталкиваюсь, если, допустим, мало ли что-то. Масло здесь есть, соль есть, как бы. Уже бы не пропали. Да. Такие дела. Ну, посмотрим, что будет вечером. Так, братцы, ну что, вечер, говорится, как в хату. Будем ужинать. Гранд паста. Интересные какие-то макароны. Попробуем. Приготовим 5 часов вечера. О. А, ничего себе, прикольные. Интересные такие, как эти. Сейчас отварим, но отварим не полностью, аль денте сделаем, потому что, ну, блюдо должно быть такое, не слипшиеся какие-то макароны, а именно вот они должны немножко такие, как твердоватые быть, как обычно на глаз. Вот так вот, все. Пускай у нас макарохи на печке. А сейчас бекончик с лучком поджарим на горелочке. Вот так вот. Отлично. Кстати, вот по поводу люстры сейчас многие вопросы задают. Я вот вам говорю, что вот от этого человечка я заказал. Вот у Васильевича, видите, ребят, только получается белый, да. Ну, холодный или теплый. Вот. Я взял теплый, мне более нравится. А этот получается холодный. Ну, блин, шикарно, шикарно вообще. Вот смотрите, даже вот для такой избы, ну сколько тут квадратов, не знаю. Ну, 16 точно есть, да? 4. Причем это у нас не максимальный еще режим. Да, это на среднем, ребят. Ну, блин, мне кажется, неплохо, неплохо. Вот именно, что это не фонарь, он как бы лучом не бьет, он сеет, видите. Помимо того, что и здесь светло, и стена также освещается, как и здесь, получается. Это очень круто. Блин, нормально, нормально. Еще и там маленькие есть. Поставили каны. Раз, два. Кислород запустили. Ну и сейчас будем готовить на плиточке. Лучочек. Так, для вкуса. Лучочек это хорошо. Лучочек это хорошо. Ну, у нас все уже, ребят, потемнело, смотрите. А за бортом-то уже темень, темная. Темень темная. Вот так вот. Это нам не надо, это нам надо. Васильевич, ел карбонара? Было. Сейчас по-таежному будет. Таежно не пробовал. Нет, да. Ну, сейчас попробуем. Мы взяли такую большую пачку. Ну что, нормально. Ах, как лучком запахло. Опа. А какая красота. Рык. Рык. Рык.
Прям так. Бекон. 3 секунды зажарится он. Жирочек будет свой. Класс вообще. Вот так вот все. Быстро. Мощно. Сочно. Все. Сейчас специи. Соль добавлять не будем. Соленый бекон. Пересолим потом. Зажарим и будет мощь. Это в мусорку. Опа. Ах, это шкварчание. Во. Пойдет. Давай, сдобри. Так скажем, от души. Душевно в душу. Ну так, наверное, чуть-чуть, чтобы не переборщить. А с специями не переборщить, сливки будут. Ага. Так что все нормально. О, пушка. Огонь. Бать вообще, да? Да, чуть-чуть будет. Все, заливай. Все? Полностью. Немного будет. Нормально. Конечно, свернулся немножко. Не будет же жидкого. О! Сейчас мы тут доведем все это дело. Братухи, будет у нас песня. Ну что, братцы, какова красота, да? Вот такая вкуснятина. Прикольные, очень такие сливочные такие макарошки получаются. Сейчас мы это лупанем все дело. Что ж, пробуем. Горячая она еще. Ага. Сливки. Нормально. Горячий, если что, может подостыло чуть. Обалденно. Вообще песня. Единственное, бекона можно было, да, еще побольше? Да, бекона мало. Ну, что он ужарился, Угу. сало растопилось. Не, все равно прикол. Очень вкусно. Ну так, да. Можно. Раз есть, два.
Так, друзья, ну что, добрый вечер. 9 вечера. Шикарно посидели, покушали. Василич укладывается, а я что-то решил прогуляться, посмотреть жилички. Смотрите, какая погода, ребят. Штиляк просто и мелкий-мелкий снег. Пробиваю фонариком большим жерлица, но очень много снега и не видно вот именно светоотражайку, и хочу прогуляться. Взял живца. Посмотрю, в общем, что да как у нас вообще обстановка. О, Васильевич. Погода штиль. Класс. Вообще класс. Погода. Луна, ребят. Ну, что-то вот была растущая. Сейчас то ли полнолуние, то ли что. Ну, в общем, хочу прогуляться. 9 вечера, да, уже отбиваться, наверное, будем. Сейчас схожу до своих, туда вниз. Посмотрю, потому что, может, бывает и сработка, бывает и флажок отлетит, и что-то еще. Короче. Вот так шикарно. Шикарно. Пушка. Избушка наша. Прогретая вообще. Усмерть. Теплая. Короче, будем спать прям как младенцы. По-любому, блин. Ладно, пойдем. Сходим погуляем. Берем все свое и погнали. Блин, красиво здесь, ребята. Прям не нарадует. Смотрите, видите, какая природа. Такая здесь более болотистая местность. И деревья небольшие растут. Такие прям маленькие. Припорошило снежком, конечно, хорошо. Ну, я вот не вижу, чтобы что-то там сверкало, потому что светоотражайки стоят. Было бы видно. Мне кажется, ничего не видать. Ничего нету. Загаров. Блин. Надеемся, конечно, на ночь. Может, ночью что-то будет. С вечера так я ничего не постреляла. Да. Ну ладно, прогуляемся так. Перед сном, так скажем, прогулочку сделаем. О. Так, ну нормально заметает. Хорошо подмело, жерлица.
Ребятки, доброго утра. 9 утра, ну проснулись мы в 6, потихоньку встали. Я пораньше встал, Серега немножко отдыхал. Завтрак приготовили, позавтракали. Вчерашнюю лапшу вот эту нашу. Яиц вбили туда, вот так вот, мощно. Утром выходил, с работок не было. А вот сейчас вот смотрю, флаг один горит у меня, ребят. У Сереги тишина. Это вот утренний бахнул. И опять же там, ребят, опять же в том конце. У меня вот 3 года назад там, кстати, поклевки-то и были. Вот я там и поймал. Спали шикарно вообще. В 9, наверное, мы уже ложились. Что-то в 10 я лег. Полную печку затарили. И закрыли. И, в общем, до утра. Я только в 5, в 6 утра, пол-шестого я затопил. Вообще класс. Ладно, поехали. Посмотрим. Да будет с нами удача на трофее. Колян, кстати, привез очередную партию гостей. Поехали они в какую-то другую избу. В общем, движуха прет. Дело к выходным. Ладно, вот, погнали. Получается один-единственный. И то это утренний, даже не вчерашний. Ну, я имею в виду ночной, потому что в 9 часов я выходил. Тишина была. Флажок, ребята, аж качается. Ну, ветра нету. Аж чашка гнется вроде. Смотрите, что творится. Жесть. Ну что, давай. Вот тебе и давай. Завела. Собака серая, а? Смотри. Завела в коряге. Блин. Да, вот это непруха, Серега. Так, непруха. О, пошла. Пошла, ребят. О, ребят, трофей. Ё-моё. Блин, что-то все равно где-то цепляется. Или с корягой, или... Блин, надо Серегу... Надо Серегу с камерой, что ли? Там, короче, с корягой, ребят. Вот тут уже у лунки она. Короче, хрен поймешь, там что-то. Что-то походу с корягой, ребята. Или намотало как-то. Короче, надо на камеру. Ну прям вот как бы топор повесили. Вот он спускается. Ничего не бьется. И поднимается. Вон сюда до лунки. И все, намотало, я вырвал корень. Походу. Ну так я думаю. Блин, хрен знает. Ребята, что там как? Ну лунку точно не заходит. Видать, с корягой. Жесть. Как-то надо ее отсюда вытаскивать. Рвать я не хочу. Бурить, что ли, майну. Посмотреть, может там кабина здоровая. Не лезет в лунку просто тупо. Но она вот тут в лунке ходит.
камеру надо. Поехали. Так, коряга, да, я нащупал. Она прям корягой залезла. Главное там смотри аккуратно, там крючок или что, блин. Да, я понял. Бля, корень там мощный, Серег. Ну да. Вообще мощный. Так, щуку надо развернуть. Так, попробовать. Потащи, Серег, еще. Можешь? Так, стоп. Оп, Оторвал. оторвал что-то. Блеск оторвался. Красава. Поймал, прикинь, в последний момент. Красава, слушай. Это как Вот я... ради вот этой вот, да. Это как я это слышу, Серег? Ну это просто... Ты вот за кончик держал, порвался за кончик. Вот я, да, и И это... освободилась Я коряга. хватит, и вот этот стопор нащупал и поймал. Ты давай над лункой не держи, а то упадет сейчас туда. Коза, бля. Давай 5. Килограмм, блин. Молодец. Жесть, блин. Ну, зараза, а. Ну, блин, взяли. Да, друзья, вот так бывает. Ну, вот прям на последнем я ее зацепил, на последнем. Ну, конечно, ну, рад. То, что не загубили рыбу, потому что рыба бы и так она вот даже не шевелится. А нет, зашевелилась, блин. Вот такая щучка, ребят. Блин, мелкая, тем более. Ладно, там трешка бы было. Ага. Черная щучка. Ах, да. Не густо. Снегоход какой-то заезжает. К выходным народу здесь, говорят, будет очень много. Ладно, что, вяжусь, ставлю. Кстати, просили меня монтаж, как вообще монтирую жерлицы. Ребят, так вообще просто. Вообще просто. Здесь ставлю на петлю, на двойную. Потому что вот при замотке одна петля прокручивает и неудобно. Тут как раз в данный момент старая жерлица моя. Леска хорошая, 0,5. Вот повезло. Была бы 35-я, все, хана мы было. Раньше делал 10 метров, сейчас ставлю 7. Сейчас ставлю 7. Очень, ребята,
правильный выбор лески обязательно. Вот, допустим, вот когда наматываешь и долго стоит на мотовиле леска, она потом так баранчиком идет. Леску так протягиваешь, видите, ребят, и она ровненькая. Она ровненькая прям. Так, блин, у меня ножа нету с собой. Так, ну что, обязательно запаска. Поводочки. Вот Паша мне делал подгон 25 сантиметров на разрыве 13 килограмм. Хорошие поводки. Мне нравятся такие поводочки. Тут, смотрите, видите, у меня всякого разного. Запасная леска есть. Есть тройники запасные. Хотя я на них не рыбачу, но они у меня есть с собой, присутствуют. Есть двойнички. Так, нам нужны двойники и нам нужны груза. Груза и стопорки. Стопорки. Я сейчас недавно заказал вот такую пачку на Озоне. 60 штук, 180 рублей, что ли, не помню. Стопорки я оставлю для грузила. Так, и груза. Блин, все по пакетикам, конечно, неудобно. Вот видите, у меня запасные резиночки здесь, которые рвутся. Я потом беру просто новые. И все. Как раз там две порвались, надо сразу. Ну, тут зевник у меня. Туда-сюда. И груза. И груза. Груза есть, да. Все. Так, надо сначала отрезать леску. Ладно, воспользуемся зажигалкой. Нож в избе стоял. Все, есть у нас конец. Кончик. Груза использую, ребят, грамм 10-12, потому что жалится универсальный, допустим, у меня. И на озере, в принципе, течения нету. Достаточно, в принципе, даже и 6, да, грамм, 5 грамм. Но я и на реке рыбачу, где присутствует течение. Соответственно, 6 грамм мало подтаскивает. Так, тут шестерочка у нас. Тут шестерочка, да, у нас? Блин, тут... Так. Ну, я поставлю просто 2, ребят. Не 1, а 2. 2 штучки. Все. Потом стопор ставлю. Стопорочек. Ну, китайские стопорки. Это делаю для чего? Когда бывает в грузиле отверстие большое и в узел он всаживается и получается грузило не скользящее. Ну, и стопор как бы предотвращает этого. Все, завожу стопор. Завожу стопор. Есть стопор. Так, стопорки нам больше не нужны. Ну, делаю так, мне так нравится. По колхозному, ну, зато все просто и эффективно. Груза нам тоже не нужны. Надо, конечно, по-хорошему взять коробочки. Не так, чтобы по пакетам было, а чтобы в коробочках все лежало по красоте. Ну, коробочки просто таскать потом объем большой занимает. Не очень-то и удобно. Все, стопорок. Делаю петлю, петелечку. Я на узел не вяжу, я всегда с петлями работаю. Все. Петелька. Лишнее тоже мы убираем.
Все отлично. Стопор до узла. И уже грузил упирается вот именно не в узел, а в стопор. Поводочек. Поводочек. Продеваем просто. Ну, просто писали, я не знаю, там, молодежь, может, кто только начинает, как бы. Какой способ? Да вот такой способ, простой, самый простой. Я и донки так вижу, так же и жалится. Все, затянули. Так, соответственно, застежка нам не нужна. Мы ее убираем. Потому что мы рыбачим на двойник. Все, это в гонку. В течение года она сгниет. Ну и двойничок. Ну и двойничок. Получается. Раз. Все. Вот у нас жерлица, в принципе, готова, ребят. Ну тут просто 2 грузила будет сейчас. Все, пожалуйста. Вот так я оснащаю. Николай только таскает. Получается, уже одну партию завез. Друг у него, или я не знаю, помощник, завезли на другую избу дрова. Сейчас поехал за следующей компанией, а завтра 6 компаний. Ну там кто-то с палатками заезжает даже. Ну, праздники на выходные, понятно, люди едут отдыхать. Большие такие каникулы, там у кого-то по 4, по 5 дней даже. Что, конечно, погода тем более оттеплила. Класс. Ладно, что там, Васильевич, у меня? Где у меня напарник-то? Не могу понять, загар что ли, ребята? Да. Флаг поднялся. Еще одна сработка. Утреннее эхо получается. Только вернулся же оттуда. Постоял там еще, жерлицы посмотрел. Серега там спальники собирает. Туда-сюда. Вышел, взял бур, шнек. Смотрю флажочек. Ага. Так, ну далеко от берега бахнул. Интересно. Все в этом пятаке, ребята, работает. Что-то тут даже непонятно. Бодануло, походу, и все. А нет, помотало даже-то так-то. Подождем, наверное, что еще? Подождем. Скорее всего, недавно только хапнуло. Вон циклон опять идет. Сейчас опять снег будет. Февраль месяц, что? Вьюги, ветра, снега. Ну, стоит, молчит. Будем брать, пробовать, смотреть. Вот где-то чискорягу, что ли, опять какую-то. Есть мелко, ребят. Ну как мелко, нормально. Ух, есть. Так, мать, отдай. Полторашка, больше чуть-чуть. Так, ты там давай челюстями своими не хлопай. Стоять. Стоять, девочка, все, уже дома. Уже дома. Ну вот. Как-то так хотя бы. Но не хочу я доставать пинцет, блин, а. Придется.
Думал, рот откроет. Нифига не открыл. Полторашка. На увеличение прям. Вместе с травой, блин, съела. Хороша деваха. Хороша деваха. Давай. Что-то расклевываемся потихоньку. Расклевываемся. Да, конечно, денечек. Еще бы нам было бы здорово. Я бы вот сюда сместил жерлицы те. Потому что вот этот угол работает. Можно было даже еще на метров 100 продвинуться дальше. Можно было еще продвинуться. Блин, повезло, хоть не замотало никуда. Кровище вон сколько. Видать, давление. Кровь-то херачит. Смотрите как, ребят. Раз, два, три, четыре. Видать, давление. Опа. Карасишку, карасишку. Плотвы нету. Карась остался. Ну и карась такой 5-рублевый. Отлично. Пойдет. Как-то так хотя бы. А такая, ребят, полторашечка. Железная. Черная щука. Из-за воды, ну, берега, дно торфяное, и из-за этого, соответственно, вода черная. Ну, темная. И окуни, и щука темная. Ну вот, блин, а где трофей? Надо трофея одного поймать. И все, больше не надо ничего. Да. Так, это у нас сейчас, получается, клюнуло 10 часов. Ну, это что-то вот утреннее. Ну, видите, как плохо. Вообще плохо. Хоть и не в жабрах был крючок, а прям в кровище хлещет. Страшное дело. Скорее всего, из-за давления, что ли, или что. Ну, может, сегодня начнет расклеваться. Расклюется. Вот ребята будут заезжать, может, у них поклюет. Тут же тоже не угадаешь. И вот периодически Коля также говорит, вот люди-то постоянно заезжают же. Эти стояли в ноль вообще, эти попали хорошо. В общем, ну, как-то из-за погоды все вот это связано. Ну ладно, по хвосту поймали уже, так скажем, на брата. Вчера протащил, вот третья бы была. Ну вот у Васильевича, блин, конечно, обрыв. Но я вот эту, конечно, блин, трудовая она, ребят. Ну спасли. Щуку бы просто загубили, жалко. А так все нормально. Вот этот пятак, блин, вот туда еще дальше. Получается, начинать примерно вот оттуда надо и дальше. И тогда будет песня, потому что там вообще ноль. Тут как-то хоть что-то активно. Но я здесь и поставил, и тут и берега, и здесь, потому что я вот по 18 году, 19, 20 году помню, вот именно вот в этом прогале у меня здесь были сработки, тут и бахнул. Ладно, пойдем окуня щипать. Ну чё у нас там? А, это свежее, да? Так, вчера пробовал все. Балансир,
без мотылка, но в большей степени блесна работает лучше всего. Вот, поехали. Таких штук десяточек бы домой. Есть контакт. Ну таких можно, да, половить-то. Есть контакт. Долго трясти надо, Серега. Я не знаю, я он сколько считай качал. Вчера так же уже было. Да, его раскачивать надо прям, ну. Надо, кстати, блесну у тебя еще посмотреть. Красавчики. О, ну такие колобки пойдет. Не крупные, конечно, но и не мелкие. Бойкие собаки. Вообще собаки, но кидаются. Третий с лунки, слушай, Серег. Ой, упал. Третий с лунки, это уже как лифт. Чернявый. Хапуга, да? Да не, хапуга. Новая лунка, новая рыба, Серег. Закон успеха, рыбалка по окуню. Закон успеха, рыбалка по окуню, говорю. Надо кучу лунок. Не могу понять, загар что ли, ребята? Да. Флаг поднялся. Еще одна сработка. Мелкий. Небольшой, не большенький. Конечно, отпускать лунку нежелательно, на которую рыбачишь. Глубина небольшая. Второй. Уже более-менее. Красавчики черные. Вот свежая лунка, пожалуйста. 3 штуки уже есть. Ну, надо качать тоже, прям надо раскачивать. Качаешь, качаешь, бах, ударил. Нет такого, что прям сразу они басы налетели там. Бахнул. Нет, это не крупный. Прогонистый. Акушатики. Жадно взял.
Все, ползем дальше. Вот так. И бегаем. Ну, свежая лунка, она всегда как бы более, так скажем, есть вариант поймать быстрее, чем старую там какую-то раскачивать. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут. Сильно не чищу, потому что глубина небольшая, чтобы не светить так сильно. Ну, глубина, в принципе, везде одинаковая. Ползем тут по мелягу. Есть. Не большенький. Ну, видите, надо как, блин, долго раскачивать, конечно. О, сразу такой же, блин. Бедолаги глаз повредил. Вот новая лунка, новая рыба. Хочешь наловить? Надо бурить. Вот и все. Посидел. Проводок 20-30 сделал. Если больше нифига, то переходишь. И тогда со свежей лунки опять поймаешь. Вот такая рыбалка. Ну это, блин, благо то, что шуруповерт. А вот вручную, конечно, метровый лед ты не набуришься, блин. Подбиванчик был сверху, повыше.
Сейчас мне тут все заел. Хорошо заел. Извини, братец, ты придется тебе забрать. Вот, опять же, свежая лунка. Пожалуйста, поклевки есть. Какой-то мелкий здесь окунь. Мелкий окушок. Выпил. Пух, так жестко хапают они. Интересно. Тоже прям в шахту заел. Интересно, конечно, тоже свой кайф. Вот так, на легенькую снасть. Приятно. Вот опять 4 штуки слонки. О, еще подбион, еще есть, ребята. Еще есть. Еще есть. Мелкие, правда, конечно. О, опять тыкнул. Прикольно, классно. Есть. Вон это вообще солдат. Хватает они вот эту подвеску-то как за здрасте. Так, сейчас как-нибудь аккуратненько. Братух, потерпи. Сейчас я тут аккуратненько тебе. У меня руки замерзли. Не шевелятся пальцы. Так что я тут тоже аккуратно. Так. Пятый. Пятый солнышки. И 5 это уже рекорд. Все, наверное, да. Хватит. Нужно переезжать, переходить. Вот так, ребята. Свежая лунка, свежая рыба. Потом сидишь, качаешь. Ну, можно еще раскачать там на одного, на двух, но долго надо сидеть. Соответственно, время идет. Чтобы время не терять, идешь дальше, буришь. Можно вот тут рядом пробурить, метров 2, и он также будет брать. Все. Вот такая рыбалка, ребят. Ну, прикольно, классно. Попадается среднячок, конечно. Такие более-менее едовые. Все. 5 штучек слонки. Так, друзья, ну что, вернулся я на базу, так скажем. Время уже 1 час, дело прошлое. Сейчас, в принципе, должен быть дневной выход. И хочу, чтобы находиться поближе. Мало ли сработка, опять вымотает, какой-нибудь затащит. Надо как-то контролировать это дело. Да и обед надо готовить. Дело прошлое, сегодня выезжаем уже. В 4 у нас запланировано, как будто бы вечера. 5-10 надо и в избе прибраться, и жерлицы еще сматывать надо. В общем, что-то надо тоже делать. А так, шикарно. Можно кайфовать. Ну, свежая лунка, ребята, кушок. Там штук 15 он поймал. Есть он такие.
более-менее такие средненькие. А так очень много мелкого, конечно, за борт его. Ну, вчера сколько там поймали, серьезно, сегодня, ну, в общем, майка-то будет окуня. В общем, что-нибудь сейчас перекус сделаем какой-нибудь, покушаем. Так, Такие дела. ну что, помыл посуду. Зажигаем газ. Масло. Сейчас дожарю, ребята, все сосиски, все колбасу, то, что у меня есть. У нас тут есть. И лапшу, вич-пакеты сделаем на скорячок. Нормально будет. Правильно? Правильно. Как говорится, рыбак должен всегда быть сытый. Тогда будет и настроение, и будет рыба. Сейчас зажарим все, что остатки у нас там есть. Добьем. Печку уже топить не будем. Уже все. В избе, в принципе, тепло, нормально. А сейчас горелка еще будет работать. И так еще теплее будет. Короче, сейчас бигульме, ребят, сделаю такое походное. Домой не везти все это дело. Сейчас мы тут зажарим все, тут переварим. И будет кайф. Все, погнали. Чуть убавим. Так. Порядок. Все, ребята. Быстро, легко. О, ребят. Огонь, огонь. Что там, где там Василич? Крикнул вроде, должен идти. Сейчас по Чайковскому. У нас вот еще такие две булки есть. Лютые. О, какие, ребят. Как сейчас при это хлопнем. И будет нормально до вечера, потому что домой мы приедем еще, я даже не знаю когда. Это мы до Сереги, мне придется сегодня еще у Сереги ночевать. И только завтра домой ехать, потому что, ну, я уже ни на один автобус не попадаю, не успеваю. $13:26. Обеденный выход, а? Ну, в принципе, как вчера должно Ну, быть. должен быть. Да, я вон сижу, смотрю. Блин, бахнет еще, нет?
Хотелось бы. Ну что, ребята, все, в принципе, заканчиваем рыбалку. Дожимали до последнего. Пообедали, сходили, еще немножко окуня половили. Перестал клевать, кстати. Пару мелких попалось и все. Будем собираться. Надо успеть как бы к приезду Николая, потому что тоже не будет правильно. Он подъедет, а мы еще тут копошимся что-то. В избе все порядок. Убрались. Осталось там загрузить только вещи и все. Дровишки занесли там на растопочку. Ну, как полагается. Начну и с этих крайних, которые не стреляли. И потихоньку пойдем. Может еще, пока будем собираться, может будет загар. Ну, хотя навряд ли. Дневного выхода не было. А вчера и вечернего даже не было. Так что ожидать какого-то чуда нет, мне кажется. Ну и да ладно. Ладно, что? Поехали собираться. Кайф, удочки не мерзли, ничего. Блин, ребят, сорога живая, блин. Ё-моё. Жалко живца. Будем зарыблять, что? Подаем. Будем зарыбляться. Как обычно. Тут, блин, как раз такую крупную сорогу ставил в начале. Вся такая прям мощная. Ну, блин. Тут вообще ни одного выстрела не было. Все там в конце. Опа. Ну что, друзья, все собрал жерлицы, упаковал вещи, остатки, все потихоньку уже выношу. Мусор в избе у нас порядок, посуда вымыта, которую пользовались, хотя брали свою. Вот. Дрова опакованы на растопку. В общем, изба готова встречать новых гостей. Вот такая рыбалочка, ребят. Да, мало, очень мало. Блин, ну не получается, видите, никак. Мы бы, конечно, на денечек бы еще задержались, но, увы и ах. Да, в принципе, да и достаточно как будто. Без рыбы не уехали. Василич килограмма 2 окуня. У меня 2,5 килограмма щуки. В общем, нормально, пойдет, так скажем. Не пустые, самое главное. Ну, ожидали, конечно, другую рыбалочку немножко, потому что до этого, я еще раз говорю, была рыбалка здесь. Ну, возможно, не попали или просто здесь уже подвыбито. Потому что, ну, явно, что люди приезжают и, наверное, здесь же и расставляются. Ну, там в конце какое-то шевеление есть.
Возможно бы, если дальше бы продолжали, может быть, и было бы лучше. Ну, это бы, естественно, если мы остались, так бы и сделали. Ну, не филонили, могли. Не сидели в избе, а работали, двигались. Шикарно провели время, вообще шикарно. Круто. И погода, и вообще атмосфера. Да и в избушках такая романтика своеобразная. Печка. Тем более, когда вот не днем, а вот именно когда ты собираешься там за ужином, за окном темень, там выходишь. Здесь такая, ну, в общем, своя атмосфера, ребят. Без связи побыли. Так что, как-то так. Василий тоже уже собрал жерлиц. Все, ждем Николая. В общем, часа в 4 он должен проезжать и нас цеплять. Как-то так, братцы. Ну, еще раз побывал в этих местах. Еще раз побывал в этой избушке. Надеюсь, не последний. Ну все, прощай, изба. Спасибо за тепло. Все. Давай, старушка, мать. Вот и такси уже едет. Все по расписанию. Ну все. Прощай, озеро. Не распечатали тебя? Ну, бывает и такое. Ладно, давай. Вернемся еще.